Большая пресс-конференция Владимира Путина собрала в одном зале более 1700 журналистов. Здесь присутствуют СМИ из России и даже стран дальнего зарубежья. До начала основного общения глава государства подвел итоги уходящего 2018 года. Так Владимир Путин отметил, что ВВП вырос на 1,7%. Рост промышленного производства России составил 2,9%. Инвестиции в основной капитал выросли на 4%. Розничная торговля и грузооборот на 6,2%. Рост реально располагаемых доходов населения в 2018 году может составить 0,5% после длительного периода снижения. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Если в прошлом году рост составил 2,1%, за январь-октябрь текущего года 2,9%, по итогам года прогнозируется 3%. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее, 3,2%. За 3 квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1%. Растет грузооборот и объемы розничной торговли, плюс 2,6%. Ну и повышение потребительского спроса, конечно, оно заметно. Это положительный фактор. После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. Где-то по последним данным он составит 0,5%. Ну, я надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы. За первые 10 месяцев текущего года это 7,4%, а по итогам года ожидается где-то 6,9%, около 7%. Сохраняется приемлемая для нас инфляция. Правда, вот за последнюю неделю она чуть-чуть подросла на 0,5%, и поэтому мы выйдем за ориентир Центрального банка в 4%, но будет 4,1, 4,2, может, 4 с небольшим. Сокращается безработица, что отрадно. Если в прошлом году она побила исторический минимум, была 5,2%, в этом году будет еще ниже, 4,8%. Растет профицит торгового баланса. В 2017 году, если вы помните, он составил где-то около 115 миллиардов долларов, а за 3 квартала текущего года уже 157. По итогам года ожидается 190 миллиардов долларов. Укрепляются наши финансы, растут золотовалютные резервы на 7 с лишним процентов. В начале года они были 432 миллиарда, сейчас 464 практически. Профицит впервые мы имеем профицит с 2011 года. Выйдем на профицитный федеральный бюджет в районе где-то 2,1% ВВП. Ну и растет фонд национального благосостояния примерно на 22%. У нас среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составил 13 677 рублей. По концу этого года будет 14 163. И продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась. В 2017 году она составляла 72,7 года, в 2018 будет 72,9 года. Первый вопрос и первый ответ Владимира Путина спросили, реально ли выполнить национальные проекты, которые утверждены президентом. Недолго думая, глава государства ответил: России нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад. Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить. Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Вот это принципиальный вопрос, мы должны это понимать. А как это сделать? Нужно концентрировать ресурсы, имеющиеся, найти их и сконцентрировать на важнейших направлениях развития. А как организовать эту работу? Просто так раздать деньги и все? Во-первых, это надо было найти. Мы занимались и формулированием задач, и поиском этих ресурсов в течение всего 2017 года. Вот и правительство, и администрация напряженно над этим работали.
Поэтому, кстати говоря, когда говорят, а вот там мало изменений в правительстве, это те люди в основном, основной блок финансово-экономический, который работал над программой развития страны до 2024 года. Поэтому им и отвечать за то, что они напланировали. Но без этого невозможно. Так как организовать работу? Просто так раздать деньги? 20,8 триллиона рублей. Это только по нас проектам запланировано. Еще 6,5 триллионов отдельный план по развитию инфраструктуры. Естественно, их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных документах. И можно как угодно назвать эти планы развития, но их назвали вот национальные проекты. Во всяком случае, это ясно поставленные цели, без постановки целей. В какие бы ни упаковать конверты эти цели, невозможно добиться конечного результата. Национальные проекты президента касаются самых важных направлений – здравоохранения, образования, социальной сферы. Владимир Путин отметил, что особый интерес вызывает техническое и инновационное развитие. В Ингушетии впервые открыли детский технопарк «Фанториум». Дополнительное образование поможет подрастающему поколению развивать свои самые смелые идеи. Условия технопарка позволяют в день охватить более 400 детей. Бюджет, рост цен на товары и услуги – вот следующий вопрос, который задают Владимиру Путину. У нас впервые, как я уже сказал, вот во вступительном слове, с 2011 года профицитный бюджет 2,1%. Но и это хорошо. Но мы не должны забывать, что мы как нефтедобывающая страна и страна, которая имеет основные доходы от продажи нефти и газа, значит, у нас есть еще и так называемый ненефтегазовый дефицит. То есть это вот то, что получается страной от продаж нефти и газа. И напомню, что в 2009 году он составлял, по-моему, в районе 13%. Это очень много. В начале 2000-х он был где-то 3%, а потом в результате кризиса экономического, мирового, хочу подчеркнуть, мы вынуждены были тратить нефтедоллары для того, чтобы исполнить свои социальные обязательства перед людьми, выдержать планы строительства вооруженных сил, и тратили нефтедоллары. И у нас нефтегазовый дефицит вырос до двузначной величины, по-моему, почти 13%. И это очень серьезно для нашей экономики. Вот сейчас мы его сократили до 6,6%. А в следующем году он должен быть уже 6% и так держаться в течение нескольких лет. Это очень важный показатель устойчивости экономики Российской Федерации. Говоря о повышении цены ЖКХ, Владимир Путин ответил, что общий рост тарифов не должен превысить 4%. Тарифы будут расти поэтапно. И начнется этот процесс с 1 июля. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, с 1 января, как и по всей территории Российской Федерации, произойдет индексация тарифов на коммунальные услуги для населения. Индексация произойдет в 2 этапа. Рост с 1 июля, рост с 1 января 2019 года произойдет на уровне 1,7%. Это связано с повышением ставки налога на НДС. И с 1 июля дополнительно к январю 2019 года произойдет вторая индексация в размере 3,3%. Это плановый рост. Он происходит ежедневно в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. По каждому субъекту доводится свой индекс. Именно по Республике Ингушетия индекс роста совокупной платы граждан, как я уже ранее озвучил, составляет с 1 января в размере 1,7% и с 1 июля в размере 3,3%. Что означает совокупные платежи граждан, я хотел бы разъяснить. Это все услуги, взятые вместе. Это электроводоснабжение, газоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. Вот средняя семья, если за все эти услуги, для примера приведу, платила за этот год, скажем образно, 1000 рублей, то при росте 3,3% эта сумма не должна превышать 1033 рубля. Владимир Путин также отметил, что пакет законопроектов, по которым самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие работников по трудовым договорам, будут платить специальный налог. Соответствующие документы были опубликованы на официальном портале правовой информации. Изменений было достаточно много и в 2018, и также будут они в текущем, грядущем 2019. Основные существенные изменения – это
увеличение ставки по налогу на добавленную стоимость с 18 до 20%. Ну, соответственно, поменяется расчетная ставка, применяемая с авансов, с 18 на 118 до 20 до 120 соотношений процентов. Изменения внесены 303-м федеральным законом от 3 августа 2018 года. Это не единственное изменение по данному налогу. Также 335-м федеральным законом от 27 ноября текущего года внесены изменения касаемо налогоплательщиков, применяющих единый сельскохозяйственный налог, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог. То есть, начиная с 1 января 2019 года, данная категория плательщиков будет являться плательщиками НДС. Вопрос Первого канала о ядерной войне. Западные СМИ уже печатают сценарий такого конфликта, отмечают журналисты. Путин согласился, что опасность как-то затушевывается, ситуация недооценивается. Как вы, президент, можете успокоить и моего маленького сына, который так же, как и я, теперь боится ядерной войны, меня и всех нас? Какими действиями, словами? Спасибо. Есть опасности. В чем они заключаются? Первое – это развал, по сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне, который, я уже 1000 раз об этом сказал, но тем не менее являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений. После этого мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. И в этом смысле есть определенные преимущества. Но в целом, в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов. Вот это что. Это сохранение паритета. Не более того. Сейчас делают еще один шаг. Выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность. Я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения для того, чтобы не доводить до крайности. Слово получает газета «Сельская жизнь», которая интересуется замедлением темпов роста в сельском хозяйстве. Помимо прочего, журналисты интересуются у главы государства, почему сельское хозяйство не попало в список национальных проектов. Владимир Путин отвечает, этому направлению в России и так уделяется большое пристальное внимание. Сельское хозяйство усиленными темпами развивается и в нашем регионе. Особое внимание здесь уделяется импортозамещению. В Ингушетии успешно функционируют тепличные хозяйства. У нас строится крупный тепличный комплекс, это агрохолдинг «Сунжа» на 30, вообще это проект предусматривает 50 гектаров. В этом году, в первую очередь, где-то в январе будет запущена первая очередь этого хозяйства, это 10 гектаров, в 2019 году еще 20 гектаров и в 2020 году еще 20 гектаров. Примерно производительность с каждых 10 гектаров это в пределах от 6 до 9 тысяч тонн продукции. Это где-то 27-28 тысяч тонн продукции мы будем получать. Я надеюсь, что у нас и есть и свои теплицы, у нас фермеры занимаются теплицами, занимаются индивидуальные предприниматели, занимаются тепличными хозяйствами. Так что по окончанию, по полному запуску этого предприятия мы, наверное, обеспечим республику
своей овощной продукции. После 2 часов общения в зале раздается следующий вопрос. Телекомпания из Рязани интересуется перспективами перехода с аналогового телевещания на цифровое, опасаясь того, что в деревнях для некоторых покупка минимальной техники уже дорогое приобретение. И такая ситуация может оставить многих людей в регионах вообще без телевидения. Это улучшает качество, количество вот этих бесплатных каналов другого качества. Я так же, как и вы, вот поверьте, почти слово в слово задаю им вопрос. А вот в маленькой деревушке кто-то не останется вообще без телевидения? Вот в чем вопрос. Уверяют, что нет. Поэтому договорились, что будем действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами. Была идея переходить резко, не буду скрывать. Быстрыми темпами в течение полугода я сказал, нет, мы так не можем поступить. Мы должны действовать очень аккуратно, внимательно следить, что будет происходить на территориях. И, безусловно, обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить даже за небольшие деньги, за личные купить эти приставки. Будем смотреть по тому, как проходят эти практики на отдельных территориях. Говоря в целом о работе с перехода на цифровое вещание, безусловно, она сложная. Но наряду с другими регионами Ингушетия уже готова перейти на цифру. На сегодняшний день почти 99% территорий, где проживает население, охвачено цифровым пакетом «Первый мультиплекс». Это 10 каналов обязательных общероссийских и 3 радиоканала. До конца года к этой же цифре, то есть по охвату, придет и второй пакет РТРС-2, второй мультиплекс. Там дополнительно появится еще 10 каналов. На сегодняшний день задача стоит дозавершить до конца 2018 года федеральную целевую программу по строительству сети цифрового вещания. Она предусматривает строительство этой программы предусматривалось провести с 9 по 18 годы. И после этого, со следующего года, возможно, какие-то задачи будут ставиться федеральным центром, тогда уже будет какое-то, возможно, расширение сети. Но на текущий момент, то есть задача стояла именно охватить более 98%. В нашей республике эта цифра практически 99%. ГТРК «Южный Урал» задал вопрос об утилизации и раздельном сборе мусора. Путин отметил, что надо, во-первых, ликвидировать незаконные свалки, во-вторых, выстроить целую индустрию переработки мусора. Мировой опыт надо использовать в лучших его вариантах. Многие жители протестуют против заводов по сжиганию мусора, потому что в них используют плохие фильтры. А надо строить с хорошими, не нарушая технологию. Что касается нашего региона, была проведена большая работа, направленная на улучшение экологического благосостояния Ингушетии. Мы в списке регионов, реализующих программу перехода на систему обращения с отходами. С 1 января 2019 года установлен уже конечный срок для всех регионов по переходу на новую систему обращения с отходами. Этот срок был установлен еще практически 2 года назад, но из-за того, что практически все субъекты не были к этому готовы, он был перенесен на 1 января 2019 года. Что это? Основные такие новые положения этого законодательства. Самое главное здесь это то, что вся эта отрасль, она переходит в руки частных компаний в виде региональных операторов. Система региональных операторов запускается. В каждом регионе избирается региональный оператор, который занимается всей этой инфраструктурой, созданием этой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В законодательстве прописаны все требования, все нормы по обороту этих отходов, начиная от источников образования отходов, от каждого жителя субъекта, от каждого предприятия, юридического лица, государственных, муниципальных органов и до конечного пункта утилизации либо захоронения этих отходов. Это все строго регламентировано, все взято под контроль, будет уже взято в ближайшее время, вплоть до того, что каждый мусоровоз будет отслеживаться по системе спутникового наведения. Есть ряд требований по ликвидации свалок старых, накопленных. В этом направлении тоже у нас большая работа проведена. Мы непосредственно в нашей республике, в республике Ингушетия, все последние годы, несколько лет вели, зная все, что нам предстоит, к этому сроку вели целенаправленную работу и по ликвидации тех старых свалок, накопленных около 130 свалок было за все это время ликвидировано,
По работе с населением тоже огромная работа проведена, в результате чего на сегодняшний день мы подошли вот к этому этапу уже подготовленными. Завершая большую конференцию, Владимир Путин поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Вы не сердитесь, нам пора заканчивать уже действительно. Спасибо вам большое за внимание, за ваши вопросы. Я искренне желаю вам всего самого хорошего. Спасибо большое. Почти 4 часа глава государства отвечал на самые важные и актуальные вопросы журналистов и заверил, что Россия и дальше будет идти по пути мира и созидания. Рина Сычуева, Новости 24.